Доброе утро, Эрдик Хелшин. Решила сделать творог. Вот сгусток у меня получился. Позавчера еще пропустила молоко. Вчера не смогла ничего сделать, дорогие мои. Так, вот две кастрюли. Это будет творог. Горький. Горький. Сейчас, подожди минутку. Тут сестра мне делает. Но ты все равно кинула, помой, ладно. Сейчас мы будем делать это баночки, надо помыть. Будем делать цехтон и, наверное, абхазскую аджику, если я успею, сделаю. Так, это у меня сыр. Видите, он уже вот почти готов. Появился сгусток, я его разломала, и теперь вот видите, он теперь опускается вниз и будет сыр. Вчера не пришла моя корова домой. Поэтому сегодня делаю сыр из нее. Больше выпускать не буду корову. Так, пойду немножко на улицу, поговорю с вами. Так, сестра сегодня хочет поехать домой, но у меня там оставалась вот болгарка, все такое. Уже, конечно, немножечко подпортилась. Сейчас с ней сделаем эту аджику, этот цехтончик. И вот она едет уже домой после обеда. Но мне немного лучше. Вчера, правда, я не знаю, друзья. Вчера после капельницы приехала, сделала капельницу. Вот был еще какой-то, вот, не знаю, туман в голове. Практически пролежала, ничего не сделала. Ну, понемножечку вот восстанавливаюсь. Сегодня солнечно, правда, холодно. Мои хорошие, спасибо вам огромное. Столько комментариев. Я вам очень рада. Ну, потихонечку приду в себя, будем с вами, как говорится, дальше продолжать жить. Сегодня мне одна в личку даже говорит: да хоть что-нибудь снимай и говори, лишь бы мы знали, что ты с нами. Спасибо вам большое, я не знала, что такое количество людей могут меня полюбить просто так. Так, вот, смотрите, друзья, я потеряла своих орпингтончиков. У меня их было 8, может, вы помните, кто со мной еще давным-давно, старенькие. Из 8 остался только вот один. Не уберегла я их. Они у меня начали тогда еще, помните, чихать, кашлять, но я их с ними... Это моя вина, не стала им ничего делать, не успевала. Так больше бросать птицу не буду. Один остался орпингтончик, курочка осталась. Симпатичная, ну не знаю. Вчера продала я еще, девочки приходили ко мне, моя соседка. Ну, сейчас она не соседка, чуть подальше живет, но она работает с моей сестрой. Короче, приехала, купила у меня 3 уток этих, ну, обыкновенных. По 500 рублей я ей продала. И купила у меня 4 петушков тоже. Я, правда, петушков продавала по 450, они, ну, молоденьких, хорошеньких таких, продала по 450 позавчера еще, мы зарезали, продали их. А вчера она живых, ну, просто еще она с сестрой работает, знакомая ее, поэтому ей уступила, и они чуть-чуть были поменьше, конечно. По 400 рублей отдала ей 4 петушков и по 500 рублей 3 уток. Вот, продала. И мне что-то хочется продать гусей своих все-таки. И мне пишут, что мне нельзя. Я вообще-то и не люблю ни гуся, ни утку, по большому счету. Не люблю ни утиное мясо, ни гусиное мясо. Я даже всегда говорю, как люди покупают гусей, платят такие большие деньги. И 1200, 1300, даже большой гусь 1500 же стоит. Купить его и просто так, чтобы поесть, я бы никогда в жизни не купила, потому что, ну, не нравится мне их там мясо. Так что, друзья, кто мне пишет, что я ем жирное, мне нельзя, я не ем. Очень мало. Если даже я ем, то ем с грудки мяса. И курочки, и уточки, ой, и гуся, и уточки. Так что я не очень-то ем жирное, потому что, во-первых, у меня даже с печенью небольшие проблемы. Не то, что с печенью. Опять скажете, что вся больная такая. Ну, у меня в желчном пузыре камни. Друзья мне сказали еще 2 года тому назад сделать операцию, но я ее не делаю. Тоже еще один минус. Сейчас, если услышит мой сын, начнет мне говорить, надо делать. Короче, я все-таки жирная воздерживаюсь. Я воздерживаюсь, друзья, ем мало. Жареное тоже ем очень мало, но когда ем, я обязательно ем таблетку, которую мне выписал врач.
чтобы вдруг, если она мне так и сказала, вдруг, если так сильно захочет что-нибудь жареное, обязательно съешь таблетку Энзистала. И вот иногда, когда я ем ее, я ем эту таблетку. А так, по идее, я не люблю очень жареное. Поэтому без проблем. И жирное тоже. И вон, когда я сыр разогреваю, в масле тоже мне пишут, что мне нельзя. Я знаю, что мне нельзя. Я это масло не ем. Ну, сыр, который расплавился в масле, конечно, кусочек я могу себе позволить. Но это очень редко, дорогие мои, очень редко. Может быть, неделю раз, 2 недели один раз я ем такой расплавленный сыр. Поэтому я, конечно, стараюсь. В еде я стараюсь, но я поправилась из-за того, что я ем много хлеба. Поэтому поправилась, но не из-за того, что там жирное и жареное ем. Я очень много ем хлеб. Вот если я даже замечаю, с какой-нибудь там супом я могу почти полбулки хлеба съесть, это мой бич. Вот так вот, поэтому. А сейчас, друзья, я похудела уже. Я говорю, хоть один плюс моей болезни, немного похудела. Мне более комфортно даже чуть-чуть скинула. Ну, можно было бы еще, конечно, скинуть, но ничего. Так, смотрите, какой у меня он петушок. Я не знаю, будет видно. Он убегает. Мне так хочется показать. Он такой красивенький, кучерявый такой. У меня их 2. Видите, убежал. Всегда бегает от меня. Погода хорошая. Калину я сегодня ела. Давление у меня так более-менее норме. Но я всегда на таблетке. Утром пью идарбикло. Мне выписала еще 2 года назад врач. Она мне помогает хорошо. Иногда, конечно, хоть и на этой таблетке давление скачет, но это только очень редко. Так что с давлением проблем нет. Лишь бы вот у меня возвернулось все мои вот эти вот головные симптомы в норму. Так, уже видите, от того, что утро, вечер холодно, листья сильно попадали. Мы не успели еще с Ибрашкой пересадить малину. Не знаю, наверное, уже поздно ее сажать, да? Может, вы мне напишите в комментариях, поздно ли сажать, пересаживать малину. Я-то не смогу, но Ибрашка бы смог мне ее. Надо было хотя бы кустов 20-30 пересадить в более светлое место. Они у меня, вон, видите, под деревьями, и там плохо плодоносит малина. Ну вот, как-то так. Вот в следующий раз сестра приедет. Наверное, немножко и гусей зарежем. Надо убрать, потому что едят очень много. И осталось у меня еще вот троих уток она забрала. Женщина вчера купила. У меня еще осталось, получается, было 11, если 8 штук еще тоже надо или зарезать, или продать. Если бы даже были кто-то покупатели, я бы их и продала, потому что у меня в морозилке, по-моему, штук 15 уже лежат. Потом еще гусей туда положу, уже и морозилка будет полная. Так что, не знаю, наверное, и продала бы я уток. Так, сегодня вот такие дела, друзья. Ну все, теперь сестра там моет, убирает, ни в какую не дает мне помочь. Моет этот болгарский перец, обрезает там, где испортила, заругает меня. Почему-то не сказала, что это стоит в кладовке. Я бы уже сама тебе все сделала. Она тоже соление делает хорошо. Она говорит, я же не хуже тебя соление делаю. Почему ты мне не сказала, что у тебя это все стоит? И во мне просто не хотелось, потому что и так и за мамой она смотрит. И так после работы пришла, не хотелось ее беспокоить. Все-таки тоже возраст у нее не молодой. Но она у нас такая, знаете, энергичная. Любит поработать, любит что-то делать. Вообще-то молодец. Так, ну вот, друзья, сейчас пока немножечко отключусь, а там по ходу потихонечку вам буду показывать, что и как. Ну, вон мои перевертыши. Я их перевертышами кучерявых называю перевертыши, потому что перья у них растут вот как будто бы наоборот. 2 петушка. Оказалось, курочки нету. Но посмотрим, если до весны доживем, то, может быть, если даже курочка не такая, то, может, цыплята будут от них такие, если петух такой. Ну вот, друзья, пошла я дальше. Так, вот, дорогие мои, помыли мы баночки, чтобы вот сразу залить после того, как пропустить через мясорубку. Я обычно вот так вот, я их не стерилизую, заливаю кипятком, накрываю крышкой, и они у меня минут 5-10 стоят. Варенье из фейхоа у меня уже почти заканчивается. Сестра прямо подсела на нее, очень любит, и мама любит. Интересно, есть на рынке еще. Купила еще килограмма 2-3, наверное. Видите?
заканчивается. Так, это вот видите, это острый перец и болгарский перец, которые почистили, сейчас будем пропускать, и чесночок. Друзья, вы знаете, я вам сейчас скажу пропорции, но у меня сейчас пропорции так не получится, потому что у меня очень много, как я вам сказала, пропало и болгарки, и всего. Но ничего, мне хватит. В принципе, мы этот цихтон не очень-то любим, не очень, потому что он очень острый. Аджику и Брашка очень хорошо ест, и я ее специально делаю не очень острой. Но вот этот цихтон, по идее, он должен быть, конечно, острый. И этот цихтон, друзья мои, очень хорошо нас спасал, когда мы, вот как сейчас, до глубокой осени, стояли на точке, продавали овощи. И у меня мальчики даже там же и в машине и ночевали, даже сторожили, вот свой товар мы сторожили. И поэтому, когда холодно, вот в этот период, очень хорошо нам помогал этот цихтон. Особенно, знаете, как бывает вкусно, как я вам говорила, я лично люблю, я немножечко только кладу, люблю, знаете как, все, вот накрыла крышками, я сметану кладу, эту ложечку небольшую, чуть-чуть сметану положу, этот цихтончик, и с вареной картошкой. Бывает очень вкусно, друзья. И особенно вот вкусно с холодным вареным мясом. Тоже чуть-чуть намазываешь, ешь. Ну, кому можно есть острое. Это очень вкусная, конечно, действительно штука. А вообще я даже люблю ею намазывать и индейку, и курицу, и ну, любое, что у нас есть, я люблю ею намазывать. Ну, запекать мясо, утку, гуся, все можно запекать так. Чайник очень грязный. Надо помыть, девочки, много. У меня сейчас очень все такое грязноватое, конечно, на кухне. Но немножечко приду в себя, вы меня извините. Сестра так поверхностно кое-что, конечно, делает, но сами знаете, когда вот хозяйки нет, бывает не очень-то аккуратно и чисто. Надо все капитально почистить. Чайники и маленькие, и большой, и кастрюли надо драить, и все надо драить, потому что дочка тоже этот день, пока мне готовила, вроде бы так капитально убраться тоже не успела. Младшенькая сегодня звонит, мама говорит, я еще боюсь к вам ехать, если даже что говорят, у вас нету вируса, но у вас еще простуда тоже, говорит, не ушла. Я говорю, да я и не зову тебя, сиди ради бога дома со своим ребенком. Так, вот так вот. Ну, друзья, я вам, если честно, вот напишу этот рецепт этой аджики, этого цихтона, ну, как он у меня есть. Вот как у меня записан, так и напишу вам его. А так, сегодня у меня тут только 2,5 килограмма болгарки, ну, где-то чуть больше полукилограмм острого перца. И почистили мы чесночок, где-то вот грамм 300 тут чесночка. Не больше. Тут у меня вот тетрадка, про которую я вам говорила. Вот тут вот у меня в тетрадке и записан этот рецепт. Значит, на сколько пропорций я вам скажу. 5 килограмм болгарского перца, 1-2 это по усмотрению, насколько острая вам нужна она. Ну, мне кажется, килограмма хватит. 1-2 килограмма горького перца написано, полкилограмма чеснока, соль по вкусу. Все через мясорубку, чуть-чуть подсолнечного масла. И вот салициловый порошок, который я всегда вот добавляю. Сейчас я вам его покажу. Он у меня есть. Так, сейчас. Забыла, где положила, искала. Вот такой вот порошок. Салициловая кислота. Видите? Вот этот порошочек, ну, столовую ложку, наверное, на пропорцию вот эту вот, на эту порцию. И все, и можете хранить ее просто в холодном месте. Не обязательно холодильник, а в холодном месте. Обычно мы ее вот так и делаем поздно, очень поздно, под осень, вернее, под зиму. Из последних перчиков, из последних болгарских перцев и острых перчиков. Это очень острая, вкусная заправка, друзья. Так что готовьте. Сейчас перекручу и покажу вам. Сестра пошла к маме. У нас сегодня у мамы день рождения. Так, друзья, у нас потух свет. Ну, у меня на кухне, ага, вот. На кухне темно бывает, дорогие мои. Так, хочу показать вам. Вот я буду делать сыр. Он у меня уже опустился в рис.
после того, как я перемешала. Так, я вам говорила, что у меня заказ сыра. Сестра сказала, что у нее на работе ее врач заказала сыр, короче. И поэтому решила вот сделать сыр. С сегодняшнего дня корову оставляю, друзья, дома. Уже по идее есть там нечего. Ну и вот я уже говорила вам, что вчера она у меня не пришла домой. Вот так вот, наверное, видно, зерно нет. Еще отвыкла от съемок, если честно. Так, вот так вот. Сейчас я посмотрю, видно или нет. Видно, но плохо. У меня еще и штатив сломался. Одно на другое. Надо Ирашку послать, купить штатив. Так. Не знаю, наверное, без меня тут. Они что-то с ним делали. Так, видно, по-моему. Да, видно. Вот. Так, друзья, сейчас. Я надеюсь, вы не будете меня пока судить строго, пока я не войду в русло. И со съемками, и с порядками, и с уборкой. Ради бога, вы меня извините, конечно, мои хорошие. Так, вот видите, положила я сыр. Теперь присыплю сразу солью с одной стороны. И вот, ну, буквально, может быть, полчаса, минут 40. Вот так вот она будет стекать, стоять. Потом я его переверну. Я вам покажу уже потом, как я буду, что с ним буду делать. И вот такой вот у меня сыр брынза, не знаю, как он называется. На пепсине закваску я сделала. Забыла показать. Вы знаете, все-таки хорошо, когда дома корова, хозяйство, хоть и смотреть надо, но какое-то подспорье и денежка какая-то тоже идет. Так, вот, друзья. Сейчас покажу, как я буду дальше делать творог. Хотя вы хороший свет дали, пока я тут творог сделала. Вот, сделала я, к сожалению, штатив все-таки сломался. Сегодня поедем к врачу, купим. Мне надо сейчас поехать прокапаться тоже. Через час, наверное, поеду. Так, вот, смотрите, 4, 5. И вот этот вот половинка шестого у меня получилось. Это обезжиренное молоко, друзья мои. А у меня еще, вот видите, вот такое вот молоко, оказывается, прокисло. Ну, не вовремя убрали в холодильник. Вернее, вообще не убрали в холодильник. Ну, тоже сделаю творог. Он уже будет жирный. Видите, сколько тут сметанки. Будет жирный творог. Ну, ничего. Как я вам говорила, у меня плита грязная, чайник грязный, кастрюля грязная. Все грязное, короче. Но вы меня извините. Дня 2-3 мне надо, чтобы прийти в себя, все почистить, все убрать. Так, вот сыр перевернула. Тоже не смотрите, что тут грязно. Сыр перевернула, насыпала солью со второй стороны. Видите? И теперь он у меня будет до вечера так стоять. А к вечеру я его, наверное, вынесу на холод. И будет сыр готов. Так что я уже вам говорила, что у меня заказ сыра и заказ творога у меня еще, друзья. Заказали 10 штук творога. Значит, 4-5 у меня есть, но жирно я не буду продавать. Еще немножко насобираю молоко. Я надеюсь, еще корова будет давать пока еще. Она вообще-то, в принципе, у меня и не уходит никогда. Вот мне даже этот один блогер, Павел Немоляев, такой есть. Мы с ним иногда переписываемся в комментариях. И так в прямом эфире мне говорил, почему ты не даешь отдыхать корове. Не знаю, друзья, моя корова доится до последнего. Литров 5 она молока дает всегда. И буквально вот молоко бывает просто горьковато, я ее оставляю немного. Ну, буквально недельку, может быть, максимум 10 дней она не доится. А потом уже снова теленочек у нас появляется, и она у нас дойная. Но в этом году, наверное, я корову свою все-таки мне придется ее убрать. Ну, посмотрим еще. Если одна дойка не освободится, то, скорее всего, я ее поменяю уже. Вот так вот, друзья. Так, вот, мои дорогие, пропустила я через мясорубку перец болгарский, горький и чесночок. Жалко, что у меня нет. Сломался штатив. И вот теперь переложу вот эту вот чашку.
Запах обалденный. Так. Рукой, конечно, неудобно, но вот сейчас я буду выливать воду отсюда. Так, сейчас. Сначала вылью воду. Так, вот. Вылила воду. Теперь посолю. Знаете, я не смогу вам сказать точно, сколько соли, но нужно, чтобы было немножко солоновато, потому что оно не варится, будет такое. Можете чуть-чуть попробовать на соль. Я добавила немножко еще растительного масла. Теперь тщательно перемешаем все. Как я сказала, в холодное время это очень хорошая заправка. Ну, к тому, кто может есть острое, конечно, друзья, не злоупотребляя, как говорится. Вот так вот. Мне, конечно, в большом количестве это вообще нельзя. Ну и в малом тоже не рекомендуется. Но я, знаете как, иногда в сметанке чуть-чуть. И сметану я тоже, у нас же домашняя жирная. Просто так сметана тоже, свою жирную сметану стараюсь не есть. Разбавляю ее немножечко простоквашей, чтобы мне не было так слишком жирно. И маме тоже так же делаю. Она тоже боится есть жирную сметану домашнюю. Вот так вот все. И эта заправка уже все вот готова. У меня просто на мясорубке была решетка крупная. Чеснок получился крупноватый. Менять решетку не захотелось. Если решетка для перца была бы слишком мелкая, а для чеснока она слишком большая оказалась, другая. Ну, короче, ничего, как есть, так есть, пойдет. И сейчас вот так вот в баночку. А, нет, салицилку надо, девочки, мальчики. Нужно добавить салицилку. Сейчас. Одной рукой все-таки не получается. Вот, смотрите, вот такая вот десертная ложка вот для этого. Если бы было больше, то, конечно, столовая ложка. Ну, вот сюда хватит вот такая вот десертная ложка. И теперь наш цехтон не прокиснет. Вот, он называется цехтоном. И, по-моему, я точно не могу сказать, осетинское или грузинское это название. Но делаем мы это уже еще, я помню себя маленькой девочкой, когда еще мама это все делала. Нам очень нравится. И еще, знаете, вот в этой заправке мы еще делали, ложили сюда лепесточками болгарский перец. Вот то же самое, но еще отдельно лепесточки, на лепесточки резали, болгарский перец сюда заправляли. Конечно, очень острая заправка получается, но мужчины только так едят. Так вот, теперь будем укладывать в банку. Я прям так руками и буду ложить перчатки, чтобы острое меня нет. Ну, я вот законченное покажу. И вот, друзья, залила я свой цехтончик. Видите, получилось 4-5 баночек побольше, 3 эти поменьше. И вот такая вот получилась. Вы знаете, я раньше продавала этот цехтон на дороге, когда вот у нас была точка, я говорила. И вот за такую вот маленькую баночку, 100 рублей мне давали. Ну, проезжающие мужчины, которые проезжали на машинах, ну, кто выпивал, наверное, для этого, им очень нравилось, они заказывали и покупали. У нас тогда, когда еще по Бакинской трассе еще не было нормально открыто, и через Чулки вот так вот ездили машины, дальнобойщики, короче. И вот эти дальнобойщики у меня покупали именно вот этот вот цехтон, им нравилось, и они покупали часто. И я вот хорошие денежки делала. Вот такая маленькая баночка стоила 100 рублей. Это еще тогда, когда еще деньги хорошие были. Ну вот так, друзья. А теперь мне надо будет еще сделать абхазскую аджику, но это чуть-чуть попозже. Сейчас уже около часа, мы сейчас пообедаем. Сестра моет мне мясорубку. Я поставила варить манты. Дочка, которая приготовила. Будем есть манты. Вот. Пар, конечно. Но я специально сказала, чтобы она делала их не жирные.
Так что манты у нас не очень жирные. Ну вот, еще творожок этот еще сделаю с жирного молока. Надо творожок еще сделать. И потом поеду сделать себе капельницу, ставить. Поставила варить манты на обед, видите, но они не жирные. Я тогда дочке сказала, чтобы она мне жир не добавляла, так что мне тоже их можно будет и мне, и маме поесть. Мясо было не жирное, специально для нас сделали такие. Сейчас еще сделаю творог. Творог надо один остался сделать творог. Согрелся он у меня. Сейчас сделаю. Видите, это жирный творог. Будем делать. Фух. Ждем, пока подъедет к нам такси. Только прокапалась. Сегодня выходные, приехала в частную клинику. Здоровая академия называется она у нас. Вернее, Академия здоровья. Называется Академия здоровья. Это у нас центральная больница, вот напротив. Государственная уже больница. У меня больше, чем на препараты, уходит на то, чтобы меня покололи и прокапали. Вот за один день мне приходится платить 710 рублей, чтобы сделали мне 3 укола мышечно, 2 укола в струйную вену и 1 капельницу. 710 рублей. И еще вот приехала 200 рублей на такси и уеду обратно, тоже 200 рублей на такси. Короче, в день 900 рублей у меня уходит только чисто на то, чтобы сделать уколы. И плюс еще препараты, которые очень дорогие. Ну, ничего, лишь бы помогли, конечно. Розочки тут у нас поздние. Красавицы. Хорошо, хоть есть частные клиники, чтобы в субботу и воскресенье не пропускать лечение. Пасмурно, сегодня холодно. Нужно ждать 9 минут такси. Жалко, что нет у нас машины. Так вот такой вот у нас осенний Назрань. Это магазин Забава, супермаркет рядом с больницей. Это Ибрашка. Мой сопровождающий. Без него я никуда. Ну, поздоровайся уж, поздоровайся.